2025 год подходит к своему логическому завершению. Он был насыщенным, динамичным и во многом историческим. И сегодня по традиции мы соберем все самое важное, что в нем произошло. В политике, экономике, культуре, спорте, туризме. Вспомним ключевые имена и события, которые определяли жизнь Башкортостана и России. Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги 2025 года». Итак, год в деталях, фактах и эмоциях. Начинаем. Реальные истории современников. Бабушки у нас попадались по 96 лет. Они уже с нами эвакуировались. Вклад республики в общее дело. Кто помогает ковать победу на передовой и в тылу? Каждая толика помощи, которую мы им сюда отправляем, это, считайте, это спасенные жизни чьи-то. От сельских медпунктов и поездов здоровья до высокотехнологичных центров. Республиканского кардиологического центра, где проводятся такие сложнейшие операции на сосудах, на сердце, трансплантация сердца. Чрезвычайно важная вещь. Как медицина стала на колеса? О лучших учреждениях в России. Комплексный подход дает результат. Очень хорошо, что построили такой ФАП. Уникальные заповедные земли и древние памятники Башкортостана теперь под эгидой ЮНЕСКО. И у экспертов не было ни одного к нам вопроса. Республика вошла в десятку самых привлекательных регионов страны. Башкирия развивается, поэтому очень много исторических мест облагораживается, очень красиво. Феномен Эй-Юла. Как башкирская группа ворвалась в мировой топ Шазам, обогнав новые треки Леди Гага и Билли Айлиш. Туристический поток в республике Башкортостан вырос в 3 раза по тем местам, где мы снимали клипы. И главный приз в театре. Впервые в истории Уфа разделила первое место с Москвой по количеству премий «Золотая маска», став абсолютным лидером сезона. Сегодня в школу, завтра на работу через колледж. Вершина образовательной системы – наука. Полученных знаний хватило для того, чтобы хорошо сдать ЕГЭ. Новые школы, геномный центр и кампус мечты. Башкортостан действительно показывает блестящие результаты по всем направлениям. Пока другие регионы думают, как привлечь готовых профессионалов, Башкортостан активно выращивает своих. После колледжа я планирую пойти на УМПО. Башкортостан на карте международных проектов, поставки в 110 стран мира. Представляем лидеров национального рейтинга 2025 года. На 3-м месте у нас 2 региона. Республика Башкортостан. Особая экономическая зона Алга в топ-3 рейтинга привлекательности. Раз мы, в принципе, находимся на высоком месте, которое оценит наш предприятие, значит, мы, наверное, на правильном пути. Сильнейшая инфраструктура, возможности для производства. Республика возглавила первый национальный рейтинг по уровню кластерного развития. – 2025 стал годом испытаний и годом подлинного мужества. Наши земляки сражаются в составе вооруженных сил России. Их стойкость и отвага на поле боя выше всяких слов. И государство отметило это серьезными наградами. Старший лейтенант Эльдар Суфияров, позывной «Хасан», удостоен указом Верховного Главнокомандующего Владимира Путина «Золотой звезды» посмертно. Золотой звездой награжденный генерал-майор спецназа Росгвардии Руслан Гарифуллин. Уроженцу Ермекеевского района устроили на малой родине по-настоящему теплый прием. И так встречают, поддерживают в Башкортостане участников спецоперации повсюду. С самого начала вся республика помогает фронту как единое целое. По поручению Радия Хабирова на Донбасс уже отправили почти 200 колонн с гуманитарной помощью. От простых окопных свечей до современных дронов и машин. А тем, кто возвращается домой, здесь готовы помочь встать на ноги, поддержать морально и, что очень важно, найти хорошую работу. По региональной программе «Герои Башкортостана», аналогичной федеральному проекту, ветераны могут получить управленческие должности. Как сражаются и как живут наши герои в репортаже военного корреспондента Азат Садриева. Пошла!
Краснолиманское направление в ЛНР остается одной из самых горячих точек спецоперации. В сентябре мотострелковый полк Башкортостан в составе 25-й армии выбил ВСУ из Серебрянского лесничества, где бои шли 3 года. В одном из них героически погиб старший лейтенант Ильдар Суфияров. Попав в окружение неонацистов, он отказался сдаваться в плен и вместе со своими ребятами принял последний бой. Когда боевикам все же удалось проникнуть в блиндаж, офицер подорвал себя и еще 3 азовцев гранатами. Точное место гибели своего командира смог показать единственный выживший, попавший в плен после тяжелого ранения и вернувшийся спустя 15 месяцев. Это однозначно герой, это героический поступок, вот это все, что он вызывал, то, что он отказал противнику, да, то, что он там вызвал еще так с красивыми фразами, огонь на себя. У меня аж на то время этот стресс там был уже, я аж так, меня в дрожь так взяло, мандраж. И, то есть, ну, не сдались там, как говорится, до последнего. То есть, вообще он молодец там. Да и все парни там молодцы. То есть никто ни назад не сдал, никто не вышел с белым флагом. Марьинка, Артемовск, Красногоровка, Курахово, Новомихайловка. Вот неполный список освобожденных при участии башкирских солдат населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. С бойцами отдельного пулеметного взвода полка мобилизованных мы встретились на Покровском направлении. Димон, контроль! Контроль. Вот таким образом осуществляется контроль за воздухом, пока работает дрон-детектор, значит, рядом где-то летают вражеские FPV-дроны, чтобы обезопасить ребят. Постоянное наблюдение за небом. Как говорят, в такой ситуации военной, небо грязно. Пережидаем атаку дронов в одной из разрушенных квартир. Пока было время, пообщались с земляками об их боевом пути. Поменяли уже немало направлений. Ни один город, ни одну деревню уже освободили. Очень много гражданских вывели. Бабушки у нас попадались по 96 лет. Они там в свое детство, например, провели в детстве Великую Отечественную, попали под обстрелы и были также эвакуированы, рассказывают нам. И сейчас в 96 лет они уже с нами эвакуировались. По лесопосадкам по 6 километров выходили, такие ситуации были. За такими ребятами будущее и страны, и республики. Прошедшие горнила войны, они готовы посвятить свою жизнь развитию малой родины. Регион стал флагманом федеральной кадровой программы «Время героев», выйдя на первое место в России по количеству заявок, которых уже более 2000. Одной из первых в стране республика запустила собственную программу «Герои Башкортостана», в рамках которой 70 ветеранов уже проходят обучение для работы на благо региона. Отношусь очень позитивно. Огромное спасибо главе Башкортостана Хабиру Радию Фаритовичу за то, что он инициировал такой проект. Он поможет дальнейшим бойцам, которые приедут на гражданку, уже будут работать, искать работу, им будет уже полегче в этом плане. И мы знаем то, что нас не забывают. Башкирия нам помогает очень сильно. Все жители Башкирии, глава Башкортостана, главы районов. Им огромное спасибо. Патриотическое воспитание органично связывает героическое прошлое с настоящим. Уроки мужества посетили более 600 тысяч школьников. В учебных заведениях создано 419 тематических экспозиций и установлено свыше 2000 партгероев. Работа 10 специализированных центров поддержки и филиалов фонда «Защитники Отечества» обеспечивает сопровождение более 16 тысяч человек. Мы получаем очень много навыков и компетенций непосредственно в управлении. Каждый из нас – это алмаз, но каждому алмазу нужна огранка, чтобы он стал бриллиантом, чтобы человек нашел свое правильное место. Выбор Уфы в декабре 2025 года для проведения Всероссийского семинар-совещания этого фонда стал признанием на федеральном уровне эффективности выстроенной в республике системы. Все это стало результатом продуктивной работы управленческой команды Радия Хабирова. Глава республики каждый день начинает с вопросов о мерах поддержки, о вообще полной поддержке моральной, психологической, государственной участников СВО и их семей. Республика действительно стоит единым фронтом с тех пор, как первые башкирские батальоны пересекли ленточку. С начала СВО собрано и отправлено в зону проведения специальной военной операции порядка 200 гуманитарных конвоев. Отрабатывается каждая заявка военнослужащих, от окопных свечей и маск-сетей до внедорожников, ударных дронов и бронетехники. Радий Хабиров неоднократно лично посещал наши подразделения. Бойцы его давно считают своим, поэтому и дали позывной «Тимир» – «Железный» в переводе с башкирского. Каждая толика помощи, которую мы им сюда отправляем, особенно когда она правильная помощь, не просто так вот отгрузить какую-то продукцию,
Это, считайте, это спасенные жизни чьи-то, это спасенное здоровье и эффективность выполнения их боевых задач, которые они должны выполнить. И я всегда сторонникам еще говорю, каждый выполняет свою работу должен. Они свою боевую работу, а мы у себя в Башкортостане мы должны будем выполнять свою работу. За массовый героизм и отвагу президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «Гвардейский» 57-му мотострелковому полку. В его составе башкирский батальон имени Героя России Александра Достовалова. Добровольцы принимают участие в освобождении Донецкой Народной Республики. Авдеевка – один из самых мощных укрепов ВСУ, которым они окапывались, начиная с 2014 года. Большим трудом нашим вооруженным силам удалось освободить этот населенный пункт. И сейчас сюда постепенно возвращается мирная жизнь. Тем не менее, беспилотная опасность здесь до сих пор сохраняется. Дрон-детектор почти не смолкает. В небе летают как наши птички, так и беспилотники противника. Обстановка хоть и стабильно напряженная, но уже привычная для достоваловцев. У добровольца с позывным «Гриша» дед служил в 112-й башкав-дивизии. В годы Великой Отечественной войны пропал без вести на Донбассе. Внук решил продолжить его дело. Служит оператором БПЛА. Первостепенное подразделение такое, которое обеспечивает работу всех подразделений. Это глаза, это ударные беспилотники, осуществление сбросов. Беспилотная опасность не раз объявлялась в Башкортостане. Целями киевского режима становились крупные предприятия нефтегазовой промышленности. За последний год республика научилась противостоять угрозам. Вы знаете, что у нас есть теперь система радиолокационного отслеживания. И мы точно знаем, когда и что нам летит. Мы располагаем панцирями, наиболее эффективным способом уничтожения. Мы располагаем зенитными орудиями, то есть тоже достаточно. Мы располагаем автоматическим оружием, пулеметами, автоматами и гладкоствольным оружием. С оружием в руках на защите границ стоит и уроженец Ермекеевского района генерал-майор Руслан Гарифуллин. Командир 116-й отдельной бригады особого назначения удостоен Золотой звезды Героя России за освобождение приграничных регионов. С самого детства, да, смотрел фильмы, служу Советскому Союзу, читал книжки про героев, про подвиги наших дедов. Играли в войнушку, как и все дети, бегали с автоматами. И, соответственно, была тяга именно к военной службе, тяга служить в подразделениях специального назначения. Башкортостан подтвердил статус одного из лидеров страны в год поддержки участников СВО и их семей. Под личным контролем главы республики Радия Хайбирова реализуются 54 системные меры поддержки. И все они востребованы. Финансирование из регионального бюджета на эти цели практически удвоилось с 13,5 миллиардов в прошлом до 25,5 миллиардов рублей в текущем году. Времена рождают новых героев. Чтобы защитить мирное небо над своими домами, они будут бороться до конца, до победы. А она уже не за горами, и республика готова достойно встретить своих сыновей и дочерей дома. Не в краткосрочный отпуск. Азат Садреев. Итоги года. В победе России сомневаться не приходится, ведь наша страна уже однажды поборола нацизм. Ровно 80 лет назад. Главные торжественные мероприятия прошли 9 мая. Впервые после трехлетнего перерыва по улицам республики прошел бессмертный полк. На фронт из республики ушли более 710 тысяч человек. 278 из них стали героями Советского Союза, а 35 – полными кавалерами Ордена Славы. Сегодня в регионе проживает свыше 7300 ветеранов и инвалидов войны. В памяти всех тех, кто погиб на полях сражений или не дожил до сегодняшних дней, люди стали участниками акции «Бессмертный полк». Всего на улицы районов и городов вышли рекордные более полумиллиона человек с портретами своих ветеранов. Символичным событием в год 80-летия Победы стало появление в Башкортостане второго после Уфы города трудовой доблести. Почетное звание присвоили Ишимбаю. Башкирский Ишимбай, а это 25% нефти, добытой в годы войны. 5 авиаэскадрилей и 3 танковые колонны, снаряженные на деньги жителей. Нефтяники Ишимбая, его еще называют вторым Баку, добыли более 4,5 миллионов тонн черного золота.
каждый 4-й танк на фронте был заправлен башкирским топливом. На нем же летали и воздушные асы на своих истребителях. Сейчас нефтяная промышленность, продолжая традиции своих ветеранов, поддерживает участников СВО и вносит вклад в развитие Ишимбайского района. Здесь давняя традиция нефтяников в Ишимбае. Город был основан как город нефтяников. И поэтому отрадно и хорошо, и нравится, что традиция сохранилась. Хотим поблагодарить, выразить огромную благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину и, конечно же, главе Республики Башкортостан Радию Хабирову. Вообще для ишимбайцев это было неожиданностью. Все, конечно, знали историю, но это было очень неожиданно. Память о подвигах и героях Великой Отечественной и не только в Башкортостане помнят и чтят. В республике организована система патриотического воспитания. Еще 2 года назад приняли соответствующий закон. Он и стал фундаментом всей системы патриотического воспитания в регионе. Был сформирован координационный совет, разработана программа до 2030 года. Все эти меры обеспечили координацию задействованных в этой работе ведомств и организаций. Результаты работы налицо. Башкортостан занял 1-е место в окружном проекте по увековечиванию памяти защитников Отечества. Республика в 6-й раз подряд лидер реализации проекта «Герои Отечества». Элина, ты знаешь, что такое экзоскелет? Полагаю, это определенная конструкция, схожая со скелетом человека. Ты права, это устройство, которое буквально ставит на ноги. И такой аппарат есть в нашем реабилитационном центре «Салют», который всего за год своего существования стал ярким примером внедрения инноваций в медицинскую практику. И еще есть повод для гордости. Открытый в 2025-м новый хирургический корпус кардиоцентра завершил создание в республике полного цикла борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Владимир Путин лично дал старт работе нового объекта. За этот год здесь прооперировали самого возрастного пациента, 99-летнего, и самого маленького 7-дневного малыша с врожденным пороком сердца. Наряду с флагманскими проектами ведется планомерная работа по модернизации первичного звена. Речь идет о поликлиниках и о фельдшерско-акушерских пунктах. Задача – обеспечить современными условиями не только города, но и отдаленные населенные пункты. Деревянные домики без воды и отопления сейчас уже не встретить. За 5 лет больше 300 модульных современных зданий появились в самых отдаленных районах. Кстати, во время традиционной прямой линии главы Башкортостана не поступило ни одного обращения по ФАПам. А это значит, вопрос практически решен. О том, как оздоравливается медицина Башкортостана, расскажет наш корреспондент Динара Таймасханова. Я вот стою в операционной, мне и халат одели, сказали, сюда нельзя заходить без халата. Это как какой-то космический корабль. Тот случай, когда сравнение с космическим кораблем не просто красивый оборот. Именно так отозвался глава Башкортостана о новом корпусе кардиоцентра, обращаясь к президенту. С открытием этого блока завершился цикл лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Разумеется, 10-этажный хирургический корпус Республиканского кардиологического центра, где проводятся такие сложнейшие операции на сосудах, на сердце, трансплантация сердца. Чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития медицины в стране, ну и в республике, и в стране в целом. Проект стоимостью почти 11 миллиардов рублей, возводившийся с 2019-го. Инвестиция республики в жизнь и здоровье людей. Комплексный подход дает результат. За последние 10 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе снизилась. Мы научились лечить те заболевания, которые не могли лечить в старых условиях в связи с отсутствием того оборудования, которое было закуплено в рамках этого проекта. Если кардиобольница чинит сердца, то в реабилитационном центре «Салют» учат заново чувствовать его ритм. За год здесь помогли более 6 тысячам детей. Каждый шаг – большая победа. По линии 17 ДЦП – последствия травмы. Любая манипуляция раньше вызывала страх. А не будет ли больно? Сейчас она заново учится ходить. Ее опора – мама и современные технологии. Экзоскелет программируется под конкретные задачи. А тут мы заставляем ее ходить, стоять, как положено. А тут же он заставляет костюм ее правильно двигаться.
Новая страница в медицине Башкортостана год назад открылась детским центром онкологии и гематологии. Процедуры, ради которых раньше ехали в федеральные центры, стали доступны в Уфе. Речь о работе с клеточными технологиями, в том числе от трансплантации костного мозга, которую раньше в республике не делали ни детям, ни взрослым. Уже 7 трансплантаций мы сделали. Просто через стены центра у нас прошло уже более 6 тысяч детей. Условия и высокое качество работы на федеральном уровне отмечают и медучреждения, функционирующие не первый год. Республиканский госпиталь ветеранов войн признан лидером в России по организации медицинской реабилитации. Роддом РКБ имени Куватова лучший в Приволжском федеральном округе. Но медицину создают не только монументальные центры и уникальная аппаратура. Ее основу, ее душу составляют люди и доступность помощи в самом начале пути. Первичное звено – то, с чего начинается забота о здоровье. Отделение детской поликлиники номер 5 по улице Российской – первый объект, который сдали в прошлом году по программе модернизации медицинских организаций столицы, которую инициировал глава Башкортостана. Удобная логистика, единый дизайн и современные условия – то, что отличает обновленные учреждения. Ради Хабиров объявил развитие первичной медицины, включая сельскую местность, ключевым приоритетом для республики. Только за этот год в Башкортостане появилось 6 новых поликлиник, 9 отремонтированных объектов и 134 современных фельдшерско-акушерских пункта. Поставлено около 5000 единиц медицинского оборудования. А для жителей Аскина подарком к этому Новому году стало открытие современной поликлиники на 250 посещений в смену. Стоимость объекта составила почти 760 миллионов рублей, из которых больше половины выделил федеральный бюджет. Спасибо, Радик Фаритович. Спасибо, Эльдар Радикович. Я тоже хочу отметить, что облик ваших учреждений, он, конечно, привлекает, и воспринимаешь их не как учреждения здравоохранения, а как учреждения, в которые просто хочется приходить, потому что хочется посмотреть, что внутри. Интересный факт о медицине в Аскинском районе в муниципалитете. Остался последний старый ФАП, который заменит в ближайшее время на модульный. Такие условия даже не верится. 37 лет Мунира Идрисова ходила на работу пешком 5 километров туда и обратно, в соседнюю деревню, несмотря на время года. Фельдшер настолько предана делу, что не думала об уходе. Когда решила, что пора на заслуженный отдых, ее остановил новый фельдшерско-акушерский пункт, современный, комфортный, прямо в ее деревне. И она осталась, чтобы ощутить на себе все прелести таких условий и продолжить свое дело. Здесь все условия, и вода, и отопление. Очень нравится и населению, то, что условия здесь очень хорошие. И мне тоже нравится очень. В республике работают более 2000 фельдшерско-акушерских пунктов, и каждый третий из них сегодня обновлен. Такое у нас событие в деревне, хотя деревня маленькая, но все такие, все очень рады. Там и вода, и благоустроено все. Полы гнилые даже были, невозможно было работать. Очень хорошо, что построили такой ФАП, мы очень благодарны, кто помогал. А еще за эти годы медицина встала на колеса. Уже 7 лет по республике курсируют поезда здоровья. Это мобильные медицинские комплексы, которые привозят высококвалифицированную помощь жителям отдаленных сел и деревень. На карте медиков более 2500 населенных пунктов и не меньше спасенных жизней. В 2022 году приезжал полис здоровья. Я проходила. У меня выявили заболевание. Я прохожу лечение, и теперь у меня все хорошо, и я иду на поправку. Прошли практически, можно всех специалистов тут пройти, буквально за 30 минут, и результаты анализов у нас в руках уже. От высоких технологий, спасающих жизнь, до шага, сделанного вопреки болезни. От центров и до ФАПов в отдаленных селах. Так выглядит сегодня курс развития медицины в Башкортостане. И в этой стратегии гармонично уживаются технологический прорыв и тепло человеческой души. Динара Таймасханова. Итоги года. Элина, ты как мама спортсменов часто выезжаешь на соревнования с детьми. Какие успехи?
Моя младшая дочь покорила все межрегиональные турниры, на которые ездили. Может быть, отчасти потому, что теперь на дорогу уходит времени меньше. До Казани и Екатеринбурга путь сократился в 1,5 раза благодаря открытию трассы М-12. Объект можно назвать «стройкой века». Открытие участка от Дюртюлей до Ачита состоялось этим летом. Да, открывал ее сам президент, докладывал о готовности к запуску глава республики. А еще, если бы не Ради Хабиров, эта дорога и вовсе могла бы пройти мимо нашего региона. И это было бы упущением, ведь любой новый инфраструктурный проект – развитие. Хотя не только такие крупные объекты в поле зрения властей, в Башкортостане продолжается строительство и ремонт других дорог. Наш коллега Руслан Батыргареев проехал и по новой трассе М-12, присутствовал и во время открытия арочного моста в Уфе после капитального ремонта, а также побывал на других дорожных объектах, введенных в эксплуатацию в этом году. Владимир Ильич, разрешите открыть движение? Разрешаю. Масштабный проект высокоскоростной магистрали М-12 курирует сам президент страны, поэтому старт движению на участке новой дороги Дюртюли-Ачит в режиме видеоконференции дает Владимир Путин. В результате поездки на автотранспорте станут более комфортными, безопасными. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма. Экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит эта трасса. Всего лишь за 3 года с нуля было построено 275 километров скоростной дороги. 140 из них проходят по территории Башкортостана, а ведь магистраль могли пустить в обход нашей республики, если бы не руководитель региона, который неоднократно обсуждал этот вопрос с федеральным центром на протяжении нескольких лет. Она имеет огромное значение для автомобилистов. Сокращение примерно времени, значит, доезда теперь до Екатеринбурга, Казани, Москвы, других городов где-то почти в 1,5 раза. Эта трасса, это параллель нашей в некотором смысле трассе М5, которая, вы знаете, страшно перегружена, поэтому мы думаем, что часть пассажиропотока, часть грузопотока здесь пойдет. 4-полосная, без единого светофора и не имеющая пересечения на одном уровне с другими дорогами. Разрешенная скорость здесь 110 км в час. Участок трассы Дюртюли-Ачит платный. Ежедневно по нему проезжает порядка 6000 автомобилей. Время сокращается, полотно хорошее. Ничего, претензий нет. Прекрасная трасса, нам очень нравится. Мы очень часто ездим к родным. Я сама родом с Екатеринбурга. Мне как водителю приятно и легко ездить по таким дорогам. Безопасность на высшем уровне. Спустя 69 лет в створе улицы Воровского в Уфе вновь торжественная обстановка, связанная с открытием арочного моста. Объект вновь запускают, но уже после капитального ремонта. Право открыть движение наряду с многотонными грузовиками предоставили ретро-техники. Символично, что первый в колонне автомобиль ЗИМ-ГАЗ-12 56 года выпуска, как, собственно, и сам мост. Арочные мосты вообще уникальное сооружение. И 53-56 год, когда наш же коллектив этот мост построил за 3 года. И в этом году сложность была в том, что надо было старый металл весь разобрать, опоры реконструировать, усилять, а потом на этом месте уже новым металлом сделать такую же арку. Переправа через Белую перестраивалась практически заново. Старые пролетные строения демонтировали, построили 2 новые опоры и привели в порядок остальные. При реконструкции переправы очень важно было сохранить ее исторический облик. Мостостроители заново смонтировали арочную конструкцию, с одной стороны которой, как и раньше, красуется табличка с датой строительства, с другой – годами капитального ремонта сооружения. Сохранить решили и перильное ограждение, оставив на своем месте декоративные элементы. А на этом объекте задачи сохранить исторический облик не стояла. Южные ворота – еще один инфраструктурный проект, нацеленный решить транспортные проблемы Уфы. В ноябре здесь запустили движение по всем 4 полосам улицы Пугачева, от монумента Дружбы до улицы Геофизиков. Дальше до транспортной развязки на пересечении с Орленко дорогу тоже открыли, пока по 2 полосам. У любых проектов, у любых всех бывают всегда объективные или субъективные причины. Вопрос в том, что он уже не брошен, он все-таки в конце концов реализован, и дорогу пробили. Очень много проектов по стране, которые вообще брошены в недостроенном состоянии. Была ревизия счетной палаты. Не то, что проект не бросили, и это хорошо.
Если срок сдачи улицы Пугачева сдвинулся, мост через реку Ик на западе республики построили на год раньше срока. Старт движению в режиме телемоста дал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Переправа расположена на границе с Татарстаном. Местные жители называют ее «мостом дружбы». Для людей из окрестных населенных пунктов уже давно стерты границы между регионами. Единственным барьером была старая переправа, которую, наконец, отстроили заново. Очень часто общаемся с родственниками из Русов, с Татарстана. В Казань ездим, в Альметьевск ездим, в Лениногорск ездим. Так что этот мост нам просто необходим. Там, где сильно разбиты и много жалоб, в 2023 году по инициативе Радия Хабирова в Башкортостане запустили программу по ремонту фонящих дорог. С начала реализации проекта привели в порядок более 250 километров проблемных участков. В этом году отремонтировали еще около 70 километров таких дорог. Может, не такая крупная в масштабах республики, но очень важная для дачников. В этом году в Башкортостане в порядок привели 25 километров дорог к СНТ. Где-то отсыпали щебнем, а где-то даже асфальтировали, как, например, в Садовом товариществе «Энергетик» Благовещенского района. Эта проблема очень была наболевшей, конечно, особенно в такой период, когда весна и осень. Там это все жижа, слякоть, даже не то что на машинах, пешеходам было тяжело где-то пройти, обойти. Подводя итоги, можно сказать, что ключевым инфраструктурным событием года, безусловно, стал запуск участка скоростной трассы М12 «Восток-Дюртюли-Ачит». Всего в 2025 году в нормативное состояние было приведено 450 километров дорог. Капитально отремонтирован 31 мост, в том числе арочный мост в Уфе. Комплекс принятых мер позволил серьезно снизить аварийность на дорогах. Руслан Батыргареев. Итоги года. Самое время подвести итоги того, что действительно изменило ландшафт башкирского туризма. Но прежде я хочу тебе кое-что показать. Интересно, и как это связано с туризмом? Так на карту мира похоже. Ты не поверишь, но это рисунок древнего человека, который обнаружили в пещере Шульганташ, что в Бурзянском районе. Пожалуй, одна из самых ценных находок за последние годы, если не сказать сенсация. Потому что вся известная наскальная живопись там была сделана красной охрой, а здесь синий цвет. Находка уникальна. И потому подтверждает логичность вхождения пещеры Шульганташ в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И это не единственное достижение. Таратау присвоили статус геопарка международной организации. Таким образом, он стал вторым на постсоветском пространстве, получившим этот статус. Чтобы достичь таких высот, власти региона совместно с учеными проделали колоссальную работу. О чем говорит такое мировое признание, какие возможности дает для привлечения туристов и какую ответственность накладывает и на нас в том числе, попробую рассказать об этом. Так уж получилось, что на протяжении всего года довелось пообщаться как с российскими, так и с зарубежными специалистами. Так давай скорее посмотрим, что из этого вышло. Вряд ли первобытный художник мог представить, что его живопись будут изучать спустя 17 тысяч лет как величайшее достояние. Но в этой пещере время словно остановилось. Не зря Шульганташ называют колыбелью цивилизации, которую человечество просто обязано сохранить для потомков. Я поздравляю Российскую Федерацию от имени всего комитета с включением этого объекта в список всемирного наследия. Мировое признание, мощный стимул для развития и, конечно, новые возможности для привлечения туристов со всего света. Люди говорят, что они приходят из Москвы, например, сюда смотреть. Мне прям так ощущения другие вообще. Прям голову так поднимаешь и ходишь, прям вообще классно. Попытки войти в реестр были еще в 90-х и только сейчас увенчались успехом при активной поддержке властей. Один из важнейших этапов – создание музея Шульганташ с точными копиями фрагментов пещеры, который Ради Хабиров открывал в 2022 году. Все требования ЮНЕСКО нашим правительством, нашей республикой, руководством нашей республики были выполнены. Это реставрационная работа в самой пещере, это система мониторинга, это система безопасности для туристов. И у экспертов не было ни одного к нам вопроса. За каждым новым статусом стоит системная работа. Уникальные объекты здесь с незапамятных времен, но лишь за последние 7 лет власти взялись за их раскрутку.
Так получилось и с геологическими разрезами Усолка и Дальний Тюлькас в Гафурийском районе, которые на международном уровне признали золотыми гвоздями, то есть эталонными точками отсчета древнего периода. Так сложилось, что Всевышний нашу республику наделил многими замечательными природными объектами. Мы в республике уделяем серьезное внимание охране, открытию и тому, чтобы эти уникальные природные памятники были комфортны для посещения всеми жителями республики и гостями республики. История Земли. Это такая большая книга из разных страниц. Грубо говоря, здесь 40 страниц, из 40 страниц 2 страницы это в нашей республике. Аналогичных объектов в России до этого момента не существовало, а тут сразу 2 и оба в Башкортостане, причем на территории геопарка Таратау. Так открывается еще одна дверь для турпотока в республику. Ученые утверждают, что когда-то здесь были тропики, белый песок и море. В массиве горных пород до сих пор можно обнаружить окаменелые останки морских обитателей. Но миллионы лет эволюции сделали свое дело. Впрочем, и сейчас здесь тоже курорт, причем теперь уже не только лечебный, но еще и научный для геотуристов. Точкой отсчета этой работы можно назвать 2018, когда по указу Радия Хабирова образовали непосредственно геопарк Таратау. По его же инициативе установили лестницу на вершину Шихана и открыли визит-центр. Высокой оценки Совета по глобальным геопаркам ЮНЕСКО удостоилась российская заявка на создание второго в России геопарка Таратау в Республике Башкортостан. Номинация рекомендована для утверждения исполсоветом ЮНЕСКО. Появляется инфраструктура, приходит турист, и плюсом идет то, что турист приходит не просто посмотреть, он приходит именно научно познаваться. У нас прирост туристов в 2 раза на данной локации. Геопарк Таратау вторым на постсоветском пространстве вошел в список ЮНЕСКо. Первым был, опять же, башкирский Янгантау, который включили в глобальную сеть 5 лет назад. Республика работает и успешно по всем ключевым направлениям. Мы фактически пользуемся тем, что делаете вы. Вот честь вам и хвала. Именно нынешняя команда региона взяла курс на продвижение Башкортостана на международном уровне. Для этого активно создают бренды внутри региона. Теперь их уже не единицы, а десятки, причем едва ли не в каждом районе. На северо-востоке развивают комплекс «Земля Салавата». На юге преображают площадку Воскресенского медиплавильного завода. В центре строят Евразийский музей кочевых цивилизаций. Ключевой объект мавзолей Турахана уже посетили более 160 тысяч человек. Красиво все сделано, все оборудовано. Я очень сильно смотрю, как Башкирия развивается, поэтому очень много исторических мест облагораживается, очень красиво. Чтобы территории работали и привлекали посетителей, их наполняют смыслом. От гастрономических фестивалей до исторических маскарадов. Недаром Башкортостан признали регионом событийного туризма. Видя внимание и поддержку властей, бизнес начинает выстраивать места гостеприимства. От глэмпингов, напоминающих марсианские колонии, до футуристических космических капсул. Для меня вообще природа Башкирии – это что-то такое красивое, родной край, поэтому мы очень любим вот так сорваться, особенно в такую погоду, вкусный чай, фильм и провести вот так время. Особый акцент сделан на научно-популярном туризме. Создано 9 междисциплинарных маршрутов для школьников и студентов, знакомящихся с передовыми технологиями. Все это вкупе с репутационными победами мирового масштаба – импульс для развития инфраструктуры. Регион уже поднялся в рейтинге туристической привлекательности страны с 11 на 9 место. Минувший год показал, достопримечательности международного масштаба стирают границы и выводят Башкортостан на атлас мира как одно из перспективных направлений по всем видам туризма. Артур Шамсудинов. Итоги года. Правда, с этого года туристы не смогут увидеть один из символов Башкортостана – статую Салавата Юлаева. Конный всадник ушел в отпуск на 2 года на реставрацию. Если бы не сейчас, то памятник мы могли бы потерять навсегда. Учитывали все, вплоть до скорости и направления ветра. Настолько бережно действовали реставраторы. Работы по восстановлению уже вовсю ведутся под контролем Российской академии художеств. Привлечен широкий круг специалистов федерального уровня. Им предстоит заменить поврежденные части. Власти также реновируют прилегающую территорию. Обновленный постамент откроют в 2027 году. И, добавлю, была попытка недоброжелателей устроить шумиху вокруг ситуации. Но ничего не вышло. Важно, что и в обществе достигнут консенсус о том, что снятие памятника и его обновление – вынужденная и необходимая мера. На Манежной площади у исторического музея, у Красной площади,
стоит памятник маршалу Жукову. В силу ряда обстоятельств он был поврежден, и он был увезен в конкретную мастерскую под Москвой, рядом, недалеко от площади. И там восстановлен, включая каркас. То есть памятники, когда нужно, то их демонтируют, увозят, его восстанавливают именно в профессиональной среде. И тогда он дольше служит людям. Новый шанс на жизнь получили и главные религиозные долгострои, которые тяжким грузом легли на плечи нынешней власти. Мечеть Ар-Рахим начинали строить почти 20 лет назад. И вот после долгой консервации в этом году работы возобновились по решению главы Башкортостана Радия Хабирова. Ведется обустройство фасада, подрядчики запечатывают здание, чтобы затем перейти к внутреннему убранству. Возобновили восстановление Воскресенского кафедрального собора. Инициатором выступил меценат Геннадий Букаев. А всю работу курирует специально созданный фонд, в который вошли благотворители, представители Уфимской епархии, юристы и строители. Его попечительский совет возглавила Карине Хабирова. Ну и если брать в целом тему благоустройства. В рамках программы формирования комфортной городской среды привели в порядок 94 общественных пространства. Согласно федеральному индексу качества, впервые все города республики наконец-то получили статус комфортных, выполнив поставленную задачу. Так, в городе Октябрьском благоустроили Парк Победы. Место памяти, воспитания и гражданской консолидации. Реконструировали центральный мемориал Думы солдата, аллею героев, памятник труженикам тыла и детям войны, вечного огня. Спасибо руководству республики, что, несмотря на непростые времена, украшают города и районы. Мы здесь гуляем с детьми и летом, и зимой. Здесь красиво и уютно, и город, и республика расцветают на глазах. На северо-востоке в селе Карайдель благоустроили центральную площадь, а в Баймакском районе завершилась реализация второго этапного проекта «Тимясово. Первая столица республики». В Нефтекамске благоустроили не только центр города, а также 3 села. Возвели детские площадки, спортивные, обновили пешеходные тротуары. Отлично, супер. Красиво, аккуратно, все культурно. Замечательно, замечательно аллея. Новое место, где можно гулять с семьей, да? Да. Очень хорошо, что будут выставки, я так думаю, павильоны построены. Это будет, нужно будет оповещать, и мы будем это посещать. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» открылись несколько новых общественных пространств. Так, в Салавате после качественного ремонта преобразились площадь Ленина и Первомайская улица. Это пространство уже стало популярным местом отдыха горожан и способствовало развитию малого бизнеса. Элина, мы раньше и представить не могли спортивную жизнь без Олимпиады. Сейчас же игры проходят мимо уж который год, а вот в стране в целом и в республике в частности спорт на подъеме. Согласна, за последние годы в Уфе открылись крупные объекты. Это и Центр спортивной подготовки имени Мустафина, Дворец борьбы, комплекс для гребного слалома, Центр фехтования. Распахнули свои двери и уже готовят будущих чемпионов в Ледовом дворце Сапсан-Арена в Кумертау, комплексе амфибии в Нефтекамске, в Фоке в Благовещенске, Ледовом дворце в Октябрьском. В 2025-м заложили капсулу времени под новый объект для настольного тенниса недалеко от Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Затоне. И в этот же день открылся специализированный центр «Арена Падл». Это командная игра 2 на 2 на стеклянной площадке. Поэтому вполне закономерно и логично, что осенью Башкортостан признали лучшим в России по развитию спорта. Обладателем национальной премии республика стала уже во 2-й раз. Впервые регион отличился в 2019 году. Я с огромным таким счастливым чувством повезу эту награду домой и предоставлю ее всем тем, кто имеет к этому отношение. Это тренеры, это методисты, это учителя физкультуры, это великие наши спортсмены. Это совсем начинающие мальчишки, девчонки, потому что это их заслуга. И для меня это огромная гордость. Ведь это результат системной работы, где массовый спорт и спорт высших достижений идут рука об руку. Это общая победа огромной команды, которая состоит из тренеров, спортсменов, чиновников, строителей, людей, которые хоть как-то связаны со спортом. Физкультурой и спортом регулярно занимаются более 2 миллионов человек, что стало возможным благодаря развитой инфраструктуре. В республике функционирует свыше 13 тысяч спортивных сооружений. Решается и кадровый вопрос благодаря республиканскому проекту «Сельский тренер». За 5 лет его реализации в Башкортостане поддержано более 200 наставников на селе. Им выделили порядка 166 миллионов рублей на улучшение жилищных условий и транспорта. Благодаря этому более 5000 детей из сельской местности начали заниматься спортом.
Выплаты по программе «Сельский тренер» возросли с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. Специалисты в области спорта также могут стать участниками программы «Городской тренер». 410 спортсменов входят в сборные России, ежегодно завоевывая более 2000 медалей. Особое внимание уделяется поддержке талантов и адаптивному спорту, включая участие ветеранов СВО в соревнованиях. Спорт, он всегда помогает по жизни. И на поле боя он всегда помогал иметь выдержку, усердие в бою. Это очень помогает себя в тонусе держать. Вообще, это отлично, у меня в шоке такой. Я первый раз нахожусь. Охота еще раз поучаствовать. Будет, так я приду еще раз. Я горжусь со своей республики. Помощь идет сильная. Хорошие. Дети хорошие. Снова с медалями и, главное, хоккейная дружина республики. После 6-летнего перерыва Салават Юлаев стал обладателем бронзовых наград КХЛ. Артур, сезон запомнился еще и рекордом Джошуа Лива по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате. Он перебил рекорд Сергея Мазякина. Правда, в плей-офф исчез, а потом ушел из клуба. К счастью, команда собралась, и Салават завоевал бронзовые награды. Итак, Элина, итоги года в культуре Башкортостана. И тут невозможно не начать с абсолютного феномена – группы «Аюла». Песня «Хумай», кажется, звучала из каждого динамика нашей страны и не только. Это больше, чем хит, Артур. Это культурный взрыв. Они стали голосом нового поколения. Нефтекамский коллектив «Бонд с кнопкой» был признан группой года, а также победителем в номинации «Любовь фанатов» по версии Яндекс.Музыка. Это только доказывает, что в Башкортостане целая плеяда ярких артистов. А еще я, как поклонница сценического искусства, была несказанно рада триумфу Башкирского театра оперы и балета. 6 золотых масок отправились в Уфу. Одна из них за балет Рахманинов, который представили и на сцене Большого театра. Мне, кстати, посчастливилось наблюдать за постановкой не только с первых рядов, но и из-за кулисья легендарной сцены. А вот дети, это я как многодетная мама говорю, остались в восторге уже от традиционных мероприятий, которые проводятся в нашей республике. Это фестивали «Китап-Байрам» и «Айда играть». Я, кстати, своих оттуда увезти не могла. Тогда айда смотреть, как это было. Ждали не только в Уфе. Хумай облетела всю страну и вырвалась за ее пределы. И миллионы поклонников группы, не понимая того сами, ринулись искать ответ на главный вопрос песни. 3 Google запросов по миру. Это был вопрос, где находится Республика Башкортостан, кто такой Урал-Батыр, и, Ренат, помоги мне. Перевод песни «Хумай». И перевод песни «Хумай». Туристический поток в Республике Башкортостан вырос в 3 раза по тем местам, где мы снимали клипы, а продажи книги «Урал-Батыр» выросли в 30 раз. Более 20 городов группа объездила с программой, ставшей музыкальным воплощением эпоса. Свое первое турне артисты завершили солд-аутом в родной Уфе. Аншлаги в этом году были и на улицах столицы. Книжный фестиваль «Китап-Байрам» в очередной раз подтверждает, в республике любят читать. За 3 дня уфимцы и гости столицы купили более 30 тысяч книг. А фестиваль «Айда играть» собрал почти 270 тысяч гостей, порадовав самых маленьких и вернув взрослых на время в детство. Очень нравится фестиваль. Не только детям, но и мы сами даже хотели прийти сюда очень. Вот, да, я попрыгала сегодня в резиночке, вспомнила свою молодость, как в школе прыгали. Дети поиграли в различные игры, что-то даже уже вот приобрели, игрушки какие-то. Молодцы, то, что вы так организовали. Для детей, для взрослых нам тоже очень приятно это все. Тут такое место, как в сказке, такое место больше нигде не найдешь. Мне тут очень нравится. Праздников в республиканском календаре в этом году стало больше. Главой региона был учрежден День национального танца. 21 октября, в день рождения Файзи Гаскарова, создателя легендарного ансамбля. Искусство уникальное тем, что хранит в себе не только хореографию народа, но и его фольклор, музыку, одежду, историю и даже темперамент. День национального костюма, день танца, день курая. День эпоса «Урал-Батыр». Это не фрагментарная история, это часть государственной политики, которую мы проводим. Сохранение традиций, сохранение особенностей нации, языка, культуры, народов. И хочу подчеркнуть особо, мы объявили не день башкирского костюма, мы объявили день национального костюма.
И это касается всего другого. Поэтому это еще очень важный элемент той работы по межнациональному согласию, дружбе, межконфессиональным и так далее. А посмотрите, с каким удовольствием в День национального костюма, мы его уже 2 раза в год проводим, люди селфи делают и вешают, кто в чем, как говорится, кто в вышиванке, кто, значит, еще в чем-то и так далее. Здорово. Отсутствие свободных кресел для Большого театра – обычная история. Вот только в этот раз зрители собрались ради постановки Башкирского театра оперы и балета на Московской исторической сцене. Рахманинов «Симфония длиной в жизнь». Спектакль поразил не только красотой хореографии, но и великолепием декораций и костюмов, охватив 3 эпохи. Потрясающий балет. Я успела и расплакаться, и посмеяться, все ладошки себе сбила. Спасибо большое за такие потрясающие впечатления. С удовольствием пришел, потому что я знаю, что будет все профессионально и красиво. Рахманинов «Симфония длиною в жизнь» не раз видела и башкирская публика. За исполнение партии композитора Сергей Бекбулатов был удостоен самой престижной премии «Золотая маска». А всего Башопера в этом году получила 6 подобных наград. Рекорд среди всех театров страны. Василий Ефимов! В ночь лунного затмения! Победой в номинации «Лучшая мужская роль» Башкирский театр оперы и балета открыл церемонию награждения. Вместо Василия Ефимова за «Золотой маской» на сцену выходит режиссер постановки «В ночь лунного затмения». Лисан Сафаргулова даже и не подозревает, что еще 2 раза повторит это восхождение. Попросите вернуться предыдущего лауреата! Спектакль поставлен по одноименной трагедии Мустай Карима. Роль Танкабике, богатой женщины, которая после смерти мужа стала править родом, сыграла Любовь Буторина и покорила своей работой жюри. Меня трогает именно история женщины, история вот ее нутра. И то, что там, и как и сейчас, у каждой женщины есть какие-то плюсы, минусы, скелеты в шкафу, какие-то тайны. Но она всегда хочет спасти своих детей. А кто не знает Любочку? Любу знают все! Спасибо огромное моему театру. Мне очень гордо, что я родилась на земле с великим Мустаем и талантливейшим Салаватом Низамединовым, которые подарили нам эту оперу. Спасибо. Браво! Мы, конечно же, теперь смотрим на новые постановки уже из расчета на то, чтобы действительно все эти пазлы, этот кубик Рубика или эта карта звездного неба, но она сошлась. Но в любом случае театр как работал в первую очередь для своего зрителя, так он и будет продолжать работать. Часто судьба масштабных культурных инициатив или проектов зависит от федеральной поддержки. В Москве в конце года состоялась встреча Радия Хабирова и министра культуры России Ольги Любимовой. В первую очередь обсуждалась судьба госцирка, который закрыт уже 10 лет. Средства на восстановление будут выделены из федерального бюджета. И, возможно, уже в 2028 году цирк примет первых зрителей. С этого года республиканская программа поддержки земских работников культуры, которая помогает привлечь кадры на село, была масштабирована на всю страну, как пример удачного опыта. 3-й год у нас работает то, что мы называем земский работник культуры. Мы платим уже по миллиону. Спасибо большое с этого года. Теперь 3 получается, да? Да, прекрасно, значит, федеральный проект подключился, поэтому это тоже такая, конечно, мы исходим из того, что когда возможности бюджета будут позволять больше, мы увеличить будем. А так для села дети очень тянутся к культуре, и понятно, а нам что это как важно. Да. И оттуда же, собственно, появляется и Шаляпина, и прочее. Дом культуры для села — это, собственно, основа выживания. Так вот. В республике в этом году открывали новые ДК и приводили в порядок существующие. В селе Самарское Хайбулинского района полвека ждали именно создания нового, а не ремонт старого. В советские годы место было выбрано не совсем удачно, на окраине деревни. В здании был и клуб, и библиотека, и теперь все это находится в новом помещении, уже в центре села. Радость для меня, счастье для меня — это огромнейшая большое счастье. Такую радость устроили, это неоценимо. Долгие годы мы мечтали. И мечта их сбылась как раз незадолго до Нового года. Говорят, именно это и загадывали 12 месяцев назад под бой курантов. Для одних главное культурное событие года – это премьера в театре, масштабный фестиваль или концерт любимой группы. А для села Самарское и десятки других – это сохранение их культурного очага. Очага, возле которого теперь будет тепло даже в самые сильные морозы. Анастасия Ильчебаева. Итоги года.
В 2025-м в Уфе началось строительство математического лицея-интерната. Масштабный проект, инициированный главой Башкортостана Радием Хабировым, получил поддержку президента Владимира Путина. В лицее с углубленным изучением математики примут 360 школьников, из них 250 получат место в общежитии. На ремонт и благоустройство школ в следующем году выделят более 3 миллиардов из федерального бюджета. Это тоже результат работы властей региона. Порой приходится обосновывать необходимость вложений. И этим занимается башкир с папочкой, как говорит сам о себе Ради Хабиров. Перед выпускниками башкирских школ открыты любые дороги. Изучать науку можно в современном межвузовском кампусе. В апреле 25-го открылась его вторая очередь. Геномный центр, призванный развивать интеллектуальную геномику. Как продлить жизнь человека. Фундаментом для научных изысканий является созданный Госкомитет Республики по науке. Но всегда есть выбор. Можно получить престижную и высокооплачиваемую профессию в среднем профессиональном звене. Благодаря проекту «Профессионалитет» студенты обучаются на том самом оборудовании, которое установлено на предприятии, в будущем месте работы. В том, что образование в Башкортостане шагает в ногу со временем, убедилась наш корреспондент Алия Эльтубаева. Маму догони. Догонишь, нет? В следующем году Лилиана будет догонять уже знания в новой современной школе. Семья Султанбаевых, как и сотни других, переехала в строящийся микрорайон Стерлитамака. Новые дома у нас туда, новые дворы. Еще мы видим, что у нас строится новая школа такая красивая. Наша дочка в следующий год как раз собирается в 1 класс. Ждем. Все замечательно. Большая, огромная школа, которая вместит более 1000 учеников. Особая гордость – 2 спортзала. Один из них будет настолько просторным, что сможет принимать республиканские соревнования школьников по самым разным видам спорта. В учреждении планируют сделать упор на различные направления. Один из приоритетных – это инженерное образование. Для этого будут открыты лаборатории и классы по управлению дронами и робототехнике. Стратегия властей – обеспечить местами детей из новых кварталов, снять нагрузку со старых школ и создать точки притяжения для молодых семей. По такому же пути пошли и в Уфе, в микрорайоне Кузнецовский затон, где возводят крупнейшее учебное заведение в Приволжье на 2000 мест. Как показал этот год, инвестиции в инфраструктуру работают на результат. В 2025-м в Башкортостане появился первый 300-бальник по ЕГЭ. Полученных знаний хватило для того, чтобы хорошо сдать ЕГЭ. От точечных успехов к созданию кузницы кадров для высокотехнологичных отраслей. Почти каждый второй школьник республики выбирает для сдачи профильную математику. Это лучший показатель в стране. Поэтому инициативу Радия Хабирова по строительству математического лицея-интерната так охотно поддержали на федеральном уровне. Республика Башкортостан действительно показывает блестящие результаты по всем направлениям. И многие здесь на вас равняются. Регионы перенимают опыты по созданию шеймуратовских классов. По замыслу Радия Хабирова своего рода социальный лифт, когда уже со школы готовят не просто патриотов, а будущих управленцев и госслужащих. 290 классов, 6000 учеников. Преподают им ветераны боевых действий с педагогическим образованием. Шеймуратовцем быть это не так уж просто. Надо сила воли, надо уметь просыпаться очень рано, это надо быть во всем первым. Регулярно руководители республики встречаются с молодежью на базе военно-патриотического парка «Патриот». Сборы, мероприятия, своего рода школы жизни для молодых людей. Филиал действует в Стерлибашевском районе. Позже он откроется также в Кегинском и Баймакском. И вдохновляют на подвиги не только учеников, но и учителей. С этого года по поручению главы Башкортостана появилась новая мера поддержки. Теперь педагоги могут воспользоваться сертификатами на 2-недельный отпуск в наших санаторно-курортных учреждениях. В Дню учителя неожиданная такая радость меня оповестили, что пришел сертификат, и я теперь могу отдохнуть. Очень приятная новость. Это все-таки поднимает ценность нашего труда, что на нас внимание обращают на высшем уровне.
В 21 веке осознанный выбор молодежи в пользу рабочих специальностей подтверждают цифры. Студентами колледжей стали около 38 тысяч абитуриентов. Власти даже увеличили число бюджетных мест на 2000. Участие в программе «Профессионалитет» позволяет оснащать учреждения и создавать в Башкортостане учебные кластеры. А их уже 27. И они напрямую связаны с ключевыми отраслями экономики. Республика – лидер в стране по числу образовательно-производственных центров. Мама работает мастером в цехе, папа сборщиком механосборочных работ. После колледжа я планирую пойти на УМПО и работать. Ну, хотелось бы на станках ЧПУ работать, конечно. Там больше перспективы. Но чтобы современные учреждения наполнялись талантливыми и уверенными детьми, нужна прочная основа – крепкая семья. Для этого в Башкортостане создан комплекс мер соцподдержки, который охватывает более 200 тысяч семей с детьми. А число многодетных, главных героев демографической политики, уже перевалило за 72 тысячи. Их вклад в будущее республики настолько важен, что в их честь в этом году учрежден новый праздник – День многодетной семьи, который отмечают 21 декабря. Перспективы, которые открывают перед молодежью новые школы, технопарки и вузы, становятся еще ближе и реальнее благодаря новым адресным мерам. Так, с 2025 года в республике компенсируют половину стоимости платного обучения в колледжах и техникумах для детей из многодетных семей. То, что в большой семье растут, это все-таки минусов здесь нет, больше плюсы. Потому что они уже как команда. Они уже друг без друга не могут, да, и друг друга поддерживают. А на вершине образовательной пирамиды – наука. Чтобы усилить ее потенциал, в 2025-м создали соответствующий госкомитет. Его задача – координировать работу научных и образовательных центров. Знаменательным событием в этом году было проведение на площадке Республики Башкортостан 13-го съезда молодых ученых и студенческих научных обществ. Приехало почти 1200 участников. Строительство кампуса и уже его, скажем, введение в действие. Это создание Евразийского НОЦ мирового уровня. Уфимский университет науки и технологий, нефтяной, медицинский и аграрный прошли конкурсный отбор в Москве и вошли в программу «Приоритет-2030», получив федеральное финансирование свыше $1 миллиард. Но для прорывов нужна подходящая инфраструктура. И вторая очередь межвузовского кампуса, новый геномный центр, открытый в уходящем году, уже входит в авангард страны. В одном месте ученые изучают генетику растений, животных и человека, выясняя, как разные факторы влияют на здоровье и продолжительность жизни. С медико-генетического центра республиканского к нам направляли более 50 больных для того, чтобы мы поставили молекулярный генетический диагноз этого заболевания. И для всех случаев были найдены гены и мутации, которые отвечают за развитие этих заболеваний. Подъем в национальном рейтинге научных регионов с 8-й на 7-ю строчку – яркий индикатор эффективности этой политики. Вузы становятся центрами исследований, которые опережают время. Вот мы инфраструктуру развили. Каждый год у нас рост количества ЕГЭ 100-бальников. Каждый год у нас самые высокие ступени пьедестала завоюют наши ребята на международных олимпиадах. Это вот важнейший показатель высокого качества. Башкортостан – самый молодежный регион в ПФО и единственный в стране, где учредили День работника сферы молодежной политики. В рамках программы «Яшлек регион» создают целую сеть центров для развития потенциала. И именно наши талантливые ребята пополняют список достижений, в том числе в столичных вузах. Ради Хабиров ежегодно встречается с сотнями студентов в Москве и не только. Глава поддерживает тесную связь с лидерами студенчества, волонтерами, молодыми учеными, предпринимателями, спортсменами, авторами проектов, неформальными сообществами. Все звенья одной цепи работают на одну цель – дать молодым и перспективным специалистам лучшее образование и создать все условия для реализации своего таланта здесь, дома. Алия Ильтубаева. Итоги года. Башкортостан в этом году активно наращивал международные связи. Традиционные партнеры – Китай, Беларусь, страны Центральной Азии – это прочная основа. Но география расширилась, появился новый стратегически важный партнер – Таджикистан. Глава республики Ради Хабиров вошел в состав официальной делегации президента страны Владимира Путина во время визита в Душанбе. Также в декабре руководитель Башкортостана в составе российской правительственной делегации посетил с рабочим визитом Узбекистан. А если взглянуть на карту в целом, то сегодня у республики уже более 100 иностранных партнеров по всему миру. И что особенно важно, связи перерастают из протокольных в конкретные инвестиции.
Конкретные примеры, цифры и детали амбициозных проектов в нашем следующем сюжете. Наш коллега Даниил Байков разбирался, как бизнес-дипломатия меняет экономический ландшафт региона. Подписание стратегического соглашения о создании российско-таджикистанского индустриального парка на уровне глав государств – событие историческое. Башкортостан и субъекты федерации, выполняющего внутренние задачи, перерастает в самостоятельного игрока на внешнеполитической арене. Во время прямой линии Владимир Путин отметил, что у республики развитая технологическая база. Региону доверили за счет федеральных средств на территории технопарка в 9 гектаров модернизировать и реконструировать производственные корпуса, а также привлечь резидентов. Уверен, просто не сомневаюсь, что Башкортостан с его развитой технологической базой, промышленной базой, сыграет нужную роль и добьется всех целей, которые перед собой ставит. Новые перспективы сотрудничества открываются и с еще одним из ключевых игроков на постсоветском пространстве – Узбекистаном. Итогом поездки стало подписание дорожной карты с регионами зарубежного государства. Это конкретный план с дедлайнами и ответственными, переводящие отношения из фазы переговоров в фазу реализации. Партнеры совместно строят технопарки в Ташкентской области и Стерлитамаке. В Уфе открылся торговый дом с товарами из текстиля. Инвесторы намерены возвести в нашем регионе оптово-распределительный центр для хранения овощей. Таким образом, экономические отношения наращивают, делая сотрудничество устойчивым к колебаниям рынков. Значит, мы завозим продукцию в Узбекистан очень качественно. Нам, главное, нужно для наших жителей. Значит, мы здесь, начинаем работать в технопарке. У себя у нас технопарки уже работают. Но вот задача, наверное, чтобы наши крупные предприятия начали более активно входить, потому что Узбекистан все-таки интересует такие технологичные предприятия с высокими инновационными возможностями, интересует наши компетенции в области обрабатывающей промышленности. Поэтому вот акцент на это был. Речь уже не просто о продажах, а о формировании нового долгосрочного сотрудничества. Это то, о чем говорит глава Башкортостана. В условиях санкционных ограничений республика оперативно переориентировалась. Больше 15 лет такие трансформаторы производят здесь, под Уфой. Они обеспечивают энергией не только заводы, а также города и поселки России. Недавно начали собирать силовые установки и для скоростных поездов. Это был первый наш знаковый проект. Сейчас данные трансформаторы проходят в составе локомотива первые испытания. И после модернизации в конце 2026 года мы будем готовы выпускать силовые трансформаторы класса напряжения до 750 киловольт. И также высоковольтные реакторы. Представители завода активно налаживают связи с коллегами из стран Латинской Америки. Ведут переговоры с партнерами из Индии и Таиланда. Интерес проявляют и в ближнем зарубежье. К примеру, подобные трансформаторы здесь выпускают и для белорусских сетевых компаний. Они предназначены для питания электричеством подстанций населенных пунктов. И с января 2026 их отправят в союзное государство, причем поставки будут постепенно наращивать. Успешно развиваются совместные проекты с Беларусью, в частности предприятие «Амкадор», а также открытый в этом году сервисный центр в Уфе по обслуживанию и ремонту белорусской техники. Всего же Башкортостан осуществляет внешнеторговые поставки в 110 стран мира. Ключевым партнером остается Китай. Доля оборота достигает 24%. Для продвижения интересов открыты представительства в Казахстане, Беларуси, Китае, Турции и Узбекистане. Практически каждый месяц 2 или 3 бизнес-миссии за рубеж или по регионам России выезжают совместно с нашим Центром поддержки экспорта, поэтому мы всегда приглашаем наших предпринимателей. Если раньше Башкортостан часто ассоциировался с добычей нефти, медом и хоккейным клубом, то сейчас как регион с передовыми технологиями и флагман современного машиностроения. Тем более республика возглавляет национальный рейтинг по уровню кластерного развития. Всего их 25, а также в тройке по инвестиционной привлекательности по агентству стратегических инициатив. Башкирское руководство уделяло очень много внимания так называемому кластерному развитию экономики, то есть созданию промышленных инновационных кластеров на тех или иных направлениях, сосредоточившись, что называется, на вполне определенных вещах.
И здесь Башкортостан добился, я считаю, очень интересных успехов. Кроме торгово-экономической сферы, регион активно сотрудничает в области культуры, образования и науки. Яркое тому подтверждение – появление представительства Евразийского научно-образовательного центра в Узбекистане. Заинтересованы в научных разработках, хотят заимствовать опыт передовой инженерной школы, наших генетиков. И здесь у нас есть уникальная возможность распространить свой опыт, наши образовательные программы, уникальные курсы переподготовки, которые подготовили именно наши ученые для своих коллег из других стран. Совместные исследования и обмен опытом – залог успеха в построении крепкой экономики, особенно в условиях ее турбулентности. Поэтому республика усиливает влияние во многих частях мира, в том числе и на Ближнем Востоке. Открываются перспективы партнерства с Объединенными Арабскими Эмиратами. За свежими цифрами в заключенных соглашениях на бумаге стоят инвестиции и новые рабочие места, как за рубежом, так и в родной республике. Даниил Байков. Итоги года. Республика продолжает развиваться в непростых условиях. В июле на крупнейшем промышленном форуме «Иннопром» Ради Хабиров представил председателю правительства России Михаилу Мишустину современный поршневой двигатель М-105 для малой авиации. Мы производим газотурбинные двигатели. Поршневыми занимались в годы Великой Отечественной войны. Вот сегодня возвращаемся к этому. Также на стенде Башкортостана Михаилу Мишустину презентовали проект первого в стране завода по производству суперабсорбирующих полимеров, старт которому Ради Хабиров дал в режиме телемоста. Республика сегодня находится на лидирующих позициях как по техно- и индустриальным паркам, так и по кластерам, в том числе по территориям опережающего развития. На сегодня их в Башкортостане 5. На каждом форуме, который проводится в республике, открывается новое производство. Начиная с майской, газ, нефть, технологии, энергетика и вот один из последних – Российский промышленный форум. Они показывают, предприятия Башкортостана развиваются, внедряют новые цеха, производственные линии. Как результат, Башкортостан занял первое место в национальном рейтинге субъектов страны по уровню кластерного развития. А это значит, инвесторам комфортно работать в республике. Они получают субсидии, льготное кредитование и другие преимущества. В реестр Минпромторга России сегодня входят 104 кластера, и 25 из них в Башкортостане. Это еще одно доказательство соответствующего внимания руководства региона к развитию ключевой отрасли нашей страны, за что мы безмерно благодарны руководству региона. Башкортостан всегда славился нефтехимом, учеными. Это же очень глубокий был научный кластер, как раз работа, связанная с химией. Это очень здорово, что вы продолжаете дело, которым еще с советских времен, я помню, славился Башкортостан. К слову о нефтянке. В Башкортостане не только наращивают объемы добычи черного золота, но и оцифровывают месторождения. И бесспорно, один из флагманов Башкортостана – Уфимское моторостроительное предприятие, которое отметило столетие. На УМПО трудится свыше 26 тысяч человек. Помимо продукции военного назначения, двигателей к истребителям, например, здесь выпускают и компоненты к гражданским самолетам. Помимо традиционных отраслей промышленности, особое развитие в 2025 году получили креативные индустрии. Название говорит само за себя. Это та самая индустрия, где жителям республики можно зарабатывать на своем таланте и творчестве. Есть задача к 2030-му довести валовой региональный продукт до 7%. Республика сегодня в числе лидеров в развитии творческих инициатив. Единственный регион, где учрежден День креативных индустрий, действует профильный совет во главе с руководителем республики и принят специальный закон о поддержке отрасли. В Башкортостане созданы 3 креативные школы – в Сибае, Стерлитамаке и в Уфе. Ради Хабиров лично курирует это направление, регулярно проводя часы креативных индустрий и создавая условия для развития. Как итог проведения крупных мероприятий, для примера «Купец 2.0» или фестиваль «Гусь» в Стерлитамаке. Первые маяки в Миякинском районе. В Башкортостане как раз сформировалась такая среда, где вот глава взял на себя большую роль в движении креативных индустрий. Появились локальные интересные лидеры, которые берут на себя роль раскручивания непосредственно через сообщество этой темы. И вот на этом стыке появилось много событий, одно из которых в том числе День креативных индустрий в регионе. Конечно, опыт Ради Фаритовича, он уникальный, потому что никто так пока не работает с муниципалитетами, как это сделано в Башкирии, именно с развитием креативных индустрий. И, наверное, такое личное внимание главы к этой теме, оно, конечно, беспрецедентно.
Артур, вот ты знаешь, я всегда думала, что высокие технологии, роботы, искусственный интеллект – это все больше про какие-то заводы, IT-сферу. А оказывается, что все это проникло в самые разные отрасли. Например, сельское хозяйство. Теперь и в Илишевском районе коров доят роботы, но еще и отслеживают качество молока и здоровье буренок. И таких роботов производят в России. А еще в этом году наши аграрии собрали богатый урожай. Только зерновых убрано в закрома 3 миллиона 800 тысяч тонн. При этом осваивают и новые культуры, чтобы получить выгоду. Так, в 2025 году впервые побили рекорд по масличным культурам. И это не только подсолнечник, но и рапс, лен, соя. Это результат грамотного вложения инвестиций и выстраивания поэтапной работы. Но все решают кадры, которые необходимо воспитывать со школьной скамьи. И в этом направлении власти республики ежегодно усиливают свою поддержку. Эмиль Басареев следил весь год за развитием аграрного сектора. Пока одни буренки робко обнюхивают створки ворот, другие смело заходят внутрь. Еще привыкают к металлическим работникам фермы. Такой робот сам почистит и помоет вымя и автоматически подсоединит стаканы доильного аппарата. А после всю систему продезинфицирует. Робот способен быстро провести анализ молока и здоровья коровы. У нас вот 36 литров средний надой, а на фемилке, на параллели доим 33 литра. Робот у нас технологию доения соблюдает. Сосковую резину дезинфицирует, поэтому передачи мастита нету никакой. Система такая, что плохое молоко не поступит в общий накопитель. Роботы отечественного производства. Сейчас в хозяйстве Илишевского района их уже 14. В 2026 станет вдвое больше, а поголовье буренок вырастет до 1500. Инвестпроект на более чем 1 миллиард рублей был поддержан республикой. Еще один крупный инвестпроект в АПК реализовали в Кармаскалинском районе. Тут появился селекционный семеноводческий центр для очистки и сушки зерна с элеватором мощностью 120 тысяч тонн. В этом году он принял первый урожай из 4 районов. Категорически не хватало объемов для хранения и для сушки. Влажность поступает разная, до 20%, но в среднем где-то около 17-18% влажности. Мы их сушим где-то до 12. Семеноводческий центр построен рядом с железной дорогой. По ней продукция будет уходить по стране и за рубеж. Кроме того, цеха по очистке и сушке зерна и новые коровники ввело в строй сельхозпредприятие «Базы» в Чекмагушевском районе. Вложено порядка 790 миллионов рублей. Торговать республике есть чем. В этом году аграрии региона собрали 3 миллиона 800 тысяч тонн зерновых. За год в 1,5 раза вырос и объем экспорта продукции переработки. На экспорт отгружено 68 тысяч тонн продуктов переработки. Основными импортерами которых являются это Германия, Латвия, Марокко и Туркмения. При выращивании культур в хозяйствах начали использовать агродроны. Беспилотники могут засеивать поля, вносить удобрения и опрыскивать растения. Уборочная кампания 2025-го вновь ознаменовалась рекордами. В регионе средняя урожайность сахарной свеклы впервые достигла 485 центнеров с гектара. Заводы по ее переработке начали работу на месяц раньше, чем в предыдущие годы. Предприятие «Райфсахар» как раз завершило масштабную реконструкцию на 1 миллиард рублей и теперь без проблем перерабатывает 5500 тонн свеклы в сутки. Еще одна рекордная цифра – объем собранных масличных достиг 1 миллиона тонн. Развивается сельхозмашиностроение, появляются уже изделия, которые вышли в серийное производство и ничем не уступают зарубежным образцам. Это тоже очень хорошее начинание, мы это будем продолжать. Глава республики Ради Хабиров не раз отмечал стратегическую важность сельского хозяйства. В этом году руководитель региона лично дал старт уборочной кампании, сев за руль комбайна. Он же по ее окончании наградил передовиков, которые посвятили отрасли всю сознательную жизнь. Я с самого детства, с 3 лет с отцом работал. Я уже после школы, начала 2006 года работал. Потихоньку разнорабочим, слесарем. И отучился, и права получил, и пошел в сельское хозяйство. Калибруем семена по качеству, да? А это будущие специалисты, которые побьют сегодняшние рекорды. По новому федеральному проекту «Кадры в АПК» агроклассы появились в Буздякском и Нуримановском районах. При поддержке Минсельхоза был сделан ремонт и закуплено оборудование. В таком пространстве теперь ребята постигают тонкости выращивания культур, ухода за животными, управления дронами и инженерию. К примеру, создают макеты умных теплиц. Человек может следить за ней удаленно.
например, с какого-нибудь приложения. На ноутбуке мы можем видеть систему управления, в которой можно открывать, закрывать форточку для проветривания, выключать насос и, самое главное, менять освещение, что очень важно для растений. А еще в классе есть вот такой тренировочный полигон. На нем роботы выполняют функции трактора и погрузчика. С их помощью можно, например, перемещать тюки с сеном, кормить и загонять животных. Так в игровой форме дети постепенно погружаются в свою будущую профессию. Укомплектовать предприятия агропромышленного комплекса сотрудниками должен помочь проект «Кадры в АПК». По нему, в частности, Аграрный университет получил 840 миллионов рублей на модернизацию и оснащение одного из корпусов. Своего рода подарок 95-летию вуза. «Кадры в АПК» и национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» был запущен в этом году. Башкортостан занял 2-е место в стране по объемам поддержки. Агроклассы, которые должны быть в сельской местности. Перед нами стоит задача довести их до 30 года до 400 как минимум. Главным итогом этой работы будет, когда школьник 6 класса будет определяться, будет он заниматься сельским хозяйством и не будет. Если у ребенка есть такое желание, или если он хочет связать свою жизнь с сельским хозяйством, им будет заниматься школьная скамья, колледж, аграрный университет, ну и, конечно, сопровождение. Нам важно, чтобы каждый студент аграрный должен быть законтрактован, и по итогам 30 года 95% выпускников должны уже работать в сельхозпроизводстве в переработке. Благодаря программе «Кадры в АПК» почти более 16 преподавателей у нас получили собственное жилье бесплатно, за что мы благодарим Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Республики Башкортостан. Новоселье справили и 12 аграриев в Чишминском районе. По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» для них построили дома. С города Екатеринбурга переехали сюда на ПМЖ. Экологически здесь чистый район, и местное население, то, что доброжелательные все. Вот инфраструктура тоже, вот даже Чишмы, вроде как бы думают, маленькая местность, но на самом деле нет, здесь прям все развито. Жилье предоставлено по соцнайму, но через 10 лет труженики полей смогут его выкупить всего за 1% от стоимости. Это пример заботы о тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны и республики. Эмиль Басареев. Итоги года. В 2025 году Республика Башкортостан продемонстрировала политическую зрелость, которая позволила сохранить верность многолетним принципам. В сентябре прошли выборы в органы местного самоуправления. Это 239 депутатских мандатов. Сентябрьской избирательной кампании муниципалитетов республика начала подготовку к выборам нового состава Госдумы. С этими событиями жители региона сталкиваются не каждый день, но знать о них важно. Избирательная кампания прошла организованно, спокойно, в честной конкурентной борьбе. Внешнеполитический контекст, включая санкционное давление, а также распространение дезинформации, создавали общую сложную среду для всей страны. Разумеется, отражалось это и на региональной повестке. Ключевой вызов был связан с противодействием распространению недостоверной информации, вбросам и фейкам. Мониторинг и оперативное реагирование на подобные случаи стали одним из приоритетов. Башкортостан подвергается активному, массированному воздействию со стороны врагов, которые пытаются раскачать и дестабилизировать здесь ситуацию. Поэтому к тем проблемам, которые объективно существуют, ну как и в любом регионе, в Башкортостане, мы всегда понимаем, что добавляется составляющая. Идет целенаправленная работа по разжиганию возникающих проблем. Мы это воздействие чувствуем постоянно. И поэтому опыт менеджирования здесь, в условиях, когда надо постоянно помнить о том, что реальные проблемы, реальные внутренние риски и сложности находятся под внешним воздействием, под давлением и имеют своей цели дестабилизацию ситуации. Вот это умение менеджировать, оно, конечно, несомненно является уникальным и замечательным опытом. Федеральные политологи и эксперты отмечают, в Башкортостане выстроена эффективная система политико-административного управления. По их оценкам, она обеспечивает стабильность и создает условия для реализации социально-экономической политики. Республика закрепилась как один из лидеров России по развитию некоммерческого сектора. В топ-3 регионов Башкортостан входит по механизмам поддержки НКО и доступу к оказанию социальных услуг. На их реализацию за 4 года из фонда грантов главы направлено свыше 700 миллионов рублей. А за счет президентских грантов привлечь удалось более 1 миллиарда 300 миллионов рублей федеральных средств.
Система власти, структура власти у нас так устроена, что многие вопросы решаются в федеральном центре. Да? Поэтому губернатор должен эффективно с федеральным центром, с различными органами взаимодействовать, да, в интересах региона и его жителей. На мой взгляд, у Ради Фаритовича это получается, потому что из чего там складывается, да? Во-первых, это, конечно, доверие. Да, во-вторых, это положительные результаты работы. То есть то доверие, которое фиксирует выборы соцопроса, второе – это результаты работы. Конечно, в современных реалиях губернатор должен быть опытным управленцем, именно экономическим управленцем. Да, и здесь крайне важно, что если мы говорим про Ради Фаритовича, да, что есть опыт и политического администрирования, работы в администрации президента, но есть и опыт работы в регионе, до начальника администрации предыдущего руководителя, да, есть опыт работы в Московской области, да, это непосредственная хозяйственная деятельность, это крайне важно. Опыт Башкортостана в сохранении мира и согласия в республике отметил на недавней прямой линии президент России. Бренд Башкортостана как большого дружного региона известен далеко за пределами нашей республики. Здесь мирно проживают представители более 130 национальностей. Уникальные культурные проекты. День национального костюма, фестиваля Китап-Байрам, День эпоса Урал-Батыр стали традиционными и объединяют десятки тысяч людей, укрепляя взаимопонимание на глубинном уровне. Одним из знаковых событий уходящего года стал 30-летний юбилей Всемирного Курултая Башкир. Все это время объединяет тысячи соотечественников не только в разных регионах России, но и странах мира. Как подчеркнул глава республики Ради Хабиров, ключевые задачи Курултая – это сохранение культуры и языка, а главное – укрепление единства и дружбы между всеми народами Башкортостана. И как живые символы священнослужители протоиерей Виктор Иванов и имам Хазрат Хафизов. Их совместные поездки в зону СВО – уникальный пример межконфессионального единства. Вместе они доставляют гуманитарную помощь, духовно поддерживают бойцов, делят с ними все тяготы. Этот союз, где нет разногласий, как говорят они сами. Я отношусь с уважением к выбору Хазрата. Он относится с уважением к моему выбору. Мы, наоборот, друг друга поддерживаем в этом отношении. Мы просто поддерживаем ребят духовно. Садочки христиан, я мусульман. Нам делить-то нечего. Нам как раз у нас мы пытаемся выстроить как раз образец, что люди понимали, что мы одно целое. Ну и еще раз напомню, по многим отраслям 2025-го для республики прошел плодотворно. Год за годом Башкортостан поддерживает статус одного из самых динамичных и стабильных регионов страны, занимая лидирующие позиции в ключевых федеральных рейтингах. Башкортостан сохраняет 3-е место по инвестиционной привлекательности в рейтинге Агентства стратегических инициатив, разделяя эту позицию с Московской областью. Алга впервые вошла в тройку лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Это значимое достижение республики стало результатом системной работы региональных властей, бизнес-сообщества и профильных структур по развитию территорий. Башкортостан возглавил национальный рейтинг кластерного развития регионов, традиционно лидируя в сфере промышленного производства страны. Республика в топ-20 рейтинга «Регион НКО». Он показывает, как развивается всероссийский некоммерческий сектор и стимулирует конкуренцию среди регионов. Подтвердил регионный статус лидера научно-технологического развития России. Таким образом, системная работа позволила республике укрепить свои позиции как надежного и перспективного региона с высоким потенциалом для жизни и инвестиций. Ну что ж, Артур, мы перелистали все главные страницы уходящего года. Иногда кажется, что 365 дней – это много, но в масштабе истории человечества – это миг. И в нем было все. Радость открытий, горечь потерь, трудные решения. Надеюсь, главная редакция информационных программ нашего телеканала помогла собрать мозаику года в единую картину. Спасибо, что вы с нами провели и этот час, и весь этот год. Пусть хороших и добрых новостей будет больше. С наступающим 2026 годом! До новых встреч!